Друзья, я вас приветствую. Наш сегодняшний гость чинит машины под дождем, без подъемника, без компрессора, в подвале. Но выглядит это на его канале, как будто бы это Голливуд. Я тебя приветствую, Идрис, с канала AutoFix Guru. Спасибо, что откликнулся и пришел в нашу подкаст-студию сегодня. Спасибо, что позвали. Идрис, расскажи, пожалуйста, как все это случилось? Как началось то, что мы сейчас называем твоим творческим путем? То есть как ты вдруг решился на то, чтобы начать свой YouTube-канал? Я как бы и так ремонтирую свои машины, все сам. И в один день мой один родственник просто сказал, а почему ты не запишешь? Я-то и записывать не умел, да и не на что было записывать, и как-то... В общем, профан полный. Ну, мне посоветовали, начни хотя бы просто с телефона. Я просто взял телефон, купил под него какой-то дешевый как это называется? Освещение, да? Нет, чтобы держалку вот эту. Ну, штатив-то. Штатив, да, купил его и просто записал. Чисто просто процесс. То есть как и следует сделать, ты взял и начал делать? Наверное, да. Но у тебя же бэкграунд должен быть такой тогда. Да, я в свое время отучился на автомеханика, поработал немного. Увидел все, что мне было интересно, и потом понял, что дальше не хочу я там работать. А где ты проработал? В Citroën Hyundai гараже. То есть... Ну, где-то год. То есть ты откручивал, да? Что? Километры. Кого? Ну, прежде чем продать машину, ты откручивал километраж? Я не продавал машины, я ремонтировал. Ну, да, ты ремонтировал. Но был ли такой у тебя? Нет, такого не было. Не было, да? Окей. То есть ты не признаешь это, да? Нет, я не могу это признать. Хорошо. Как мы видим, у тебя аудитория растет с каждым днем, у тебя очень много комментариев. Знаешь, я хотел бы, чтобы она росла быстрее. Ну, наверное, поэтому ты и здесь. Наверное, да. Кстати, прежде чем начать эту запись, Идрис проработала сегодня весь день у нас в гараже. Мы чинили машину Маусура, брата. Это Land Rover, по-моему. Land Rover, да. Да, Land Rover, и что-то там было не так, не функционировало как следует, но Идрис... Что-то мы сделали, время покажет, насколько оно функционирует. На данный момент вроде бы тяга вернулась. Вроде бы да, вроде бы да. Вот так. Так что в начале своего пути ты в основном ремонтировал машины своих знакомых, друзей, да? У меня до сих пор так. Самое интересное, есть у меня некоторые друзья, которые раздают на номер телефона другим людям, и мне звонят абсолютно посторонние люди, и типа надо машину починить, там масло поменять, там еще что-то. А тебе это интересно? Это, может быть, мне было бы интересно, если бы у меня было какое-то, скажем, типа этого свое отведенное место, где я могу спокойно этим заниматься, а я свой контент клепаю, скажем, на коленках. А давай мы спросим все-таки прямо, где твоя профессиональная студия? Моя профессиональная студия, где я, в смысле, снимаю свой контент. Да, где ты творишь, где ты создаешь свой контент? В моем гараже под этим, подвальном помещении, да, знаешь, общий такой гараж жилого дома. Ну, если прямо сказать, это паркинг-спот. Это да? паркинг-спот, да. Паркинг-спот, но, как я видел, я же тоже у тебя побывал, даже соседи знают, что... Я там звезда, да. Соседи все знают. И у меня повезло с соседями тоже. Так, ты сам знаешь, в Бельгии или тебе везет, Да. или тебе вообще не везет. Там посередине не бывает. В твоем случае тебе повезло. Да, мне повезло. Но эти соседи также знают, что они могут ко мне обратиться, если у них что-то там... Что, в принципе, так и бывает. Им даже выгодно с тобой дружить. Да. Тебе не мешать. Да, и как бы они видят, что мое место парковочное, оно всегда чистое. Я, бывает, после какой-нибудь там большой работы было как-то я взял порошок, воду, швабру, начал драить это место, и это увидела одна соседка, прям обрадовалась, типа, ой, какой молодец.
как бы вот в этом плане проблем пока не было. Мгм. То есть, получается, ты как профессиональный начинающий профессионал начал свою деятельность в подвале, в гараже. Да, И как оттуда, все великие люди, все начинается с гаража. даже в нашем случае мы начинали в подвале, в маленьком гараже. Да, я, кстати, Это помню. была комнатка, куда даже машина еле помещалась. Была... Я, кстати, был один из первых, кто подписался на ваш канал еще тогда, Ну да. когда вот вы только-только начинали. Я случайно вас увидел и вообще удивился. Я еще подумал, не, ну я, конечно, подпишусь, но мне стало интересно, как далеко это зайдет. В итоге мы видим, что это зашло далеко. Да. Так что молодцы, молодцы. Расскажи про свой самый стрёмный случай с ремонтом. Ты взялся за что-то, думал, что это будет, ну, какая-то мелочь, а потом выясняется, что. Приезжает как-то ко мне один мой родственник и говорит, у меня, кстати, есть этот ролик на канале, мы там Saab ремонтируем. И он говорит, надо один какой-то там маленький пластмассовый фильтр заменить. У Saab там есть какой-то, я даже не помню, как он называется, под впускным коллектором есть такой пластмассовый фильтр. Сама деталь стоит, может быть, евро. Мгм. Но ее нужно достать, да? До нее нужно докопаться. Ну и этот человек мне говорит, ну там максимум 20 минут. Это по его мнению. Да, это как бы он уже говорит, я, говорит, когда-то менял, я знаю, ну как бы с тобой легче, давай поменяем. Ну, я так думаю, раз контент подвернулся, почему бы это все и не записать? Это уже такой, знаешь, уже такой немножко такой разгон на канале, скажем, да, уже нет-нет, как бы это все на конвейер. В общем, начали мы. Мгм. 6 часов спустя Окей. мы докопались до... 6 hours later. Да, докопались до этого. То место. Да. Заменили и еще пару часов на сборку. В общем, целый рабочий день, скажем, да. Чтобы поменять Чтобы поменять какую-то пластмассовую ерунду. И я как-то сказал ему, в другой раз, может быть, поточнее скажешь, сколько времени у нас уйдет. Ну или для себя сделал вывод, что все-таки будешь осторожнее, да, в следующий раз? Ну да, браться. да. Ну так вот, с этим другом моим, который как-то раздал мой номер телефона, мне вот звонили всякие разные люди, это надо, то надо. Мгм. Как-то звонит один какой-то турок вообще. И говорит, у меня машина поломалась. Мгм. А что ты можешь делать? А я, чтобы ты понимал, сижу на совещании, у нас это групп-митинг в Проксимусе, там какие-то большие темы обсуждаются, и мне звонят. А он звонит, я скидываю, он звонит, я скидываю, я не беру. В итоге он опять звонит, я думаю, ну, наверное, что-то случилось, раз вот он звонит. Вышел, и там какой-то турок мне говорит, типа, у меня машина поломалась, мне сказали, ты починишь? Я говорю, ты кто такой вообще? Я говорю, я не механик, я работаю вообще в другом месте. Вообще шоу И создаю. он говорит, типа, вот этот человек дал твой номер телефона. Я говорю, хорошо, я понял тебя, скажи этому человеку, что я Да. не это. Вот. Было бы, если... Ну да, если было бы какое-то свое место, может быть, это было бы интересно. Но Почему бы все-таки нет? ты создаешь контент. На самом деле у тебя главная задача это показать, как что-то сделать. Фишка канала в том, что эти вещи можно сделать, в принципе, у себя там где-то в стрёмном гараже бесплатно. Мгм. Нет, в любом случае ты показываешь то, что можно сделать самому, и Да. задавая какой-то запрос на YouTube, они натыкаются на твое видео. Ну, по сути, да. Да, я много ошибок тоже делаю во время процесса. Там что-то там не по книжке, что-то там как-то не так, как это делают профессионалы. Но я никогда не говорил, что я какой-то профессионал высокого уровня. И... Ну, а к Если- тебе все-таки эти профессионалы в виде комментаторов уже приходят. Да, оно залетает так Вот хорошо. тут поэтому не надо все так чисто, без всяких ошибок делать. Потому что если ты все так круто, красиво делаешь, это как индийское кино будет. То есть кому не интересно. Ну, возможно, да. Что тебя вдохновляет продолжать, не бросить? Кроме любви к деньгам. Ты сейчас резко так ограничил, короче.
что меня вдохновляет, я даже не знаю, я просто как бы... Я и так это делаю. Те же ремонты, те же замены масла, я в любом случае это делаю сам Для себя. для себя. Почему бы не записать, одно другому не мешает, вот и все. Мгм. А у тебя бывают какие-то очень сложные ремонты? Или ты не У берешь? меня был... Не, бывает, но они были у меня до канала. Сейчас я особо пытаюсь не браться за такие тяжелые, Так как сложные это ремонты. же все-таки дополнительная нагрузка, это ты должен и ремонтировать, плюс каждое энное количество секунд менять ракурс, Да, менять да, да. Так что это... Например, поменять тормоза, тормозные колодки. Мгм. Без камер, без съемок, без ничего, ну, мне надо, может быть, минут 15. Со съемками это может задлиться на час-два, Мгм. потому что ты там снял, остановил, я как бы один, потом поменял ракурс, настроил, опять сел, записал эти 2-3 минуты, опять поменял ракурс, и вот так вот. А потом это еще монтажировать надо. Да. Что я как бы, наверное, сейчас уже лучше у меня получается, но у меня тоже нет какой-то базы, как это, ну, все как бы с опытом. Приходит, да? Да, потихоньку? по чуть-чуть. Мгм. Можешь рассказать о себе? Кто ты? Кто ты, воин? Я самый обычный человек, живу в Европе, работаю. Кем? Я техник по телекоммуникациям. То есть ты соединяешь людей? Да, ну, в принципе, как и ты соединял. Ну, я досоединил их Только- за только 17 ты. лет. Да. Только ты соединял их на темной стороне. Ну, я к себе соединял, в твою сторону. А вы из конкурентной компании. У нас же просто у нас в Бельгии две компании по связи, то есть телекоммуникационные. Это Proximus, Belgacom, как мы вас Ну, до сейчас сих пор уже называли. Proximus, да. Ну, мы продолжали вас называть Да, Belgacom, потому что это первоначальное название, потом у них какой-то кипиш был в связи с имиджем. Потом они решили потихоньку этот имидж улучшить и назвались Proximus. Но мы продолжали их называть Belgacom. А я работал в компании Telenet долгое время, и поэтому я вначале, я не помню, спросил или нет, был ли... нет, это в предыдущем подкасте было, я тебя спросил, ты до Proximus в Теленете еще работал, потому что обычно как получалось, ребята сначала остановились на работу у нас, поработали несколько лет, потом уже переходили на темную сторону. К вам. А мы вас называем темной Вот. стороны. Но в отличие от Теленета, у Proximus есть одно преимущество. Она в большей степени государственная. Ну, это же так и так, государственный. То есть ты считаешься на самом деле государственным чиновником. Да не. Амптенар. Кто такой амптенар? Сейчас спросим у Ну да. Его Величества GPT. GPT, переведи, пожалуйста, с нидерландского на русский язык слово амптенар. С нидерландского языка слово амптенар переводится как чиновник или госслужащий. Так что... Ну, больше, наверное, госслужащий, чем чиновник, я думаю. Ну, смысл-то один. У тебя, например, если ты доработаешь до пенсии, у тебя очень привилегий будет, большая ставка, ну, в общем, хорошая пенсия, какие-то льготы, и тебя просто так уволить не могут. Ну, в принципе... Вот это, кстати, по-моему, есть. По поводу увольнения там не все так просто, по-моему. Нет, там просто очень сложно. Ну, даже просто человека взять и уволить тут и так... Ну да, да. Раньше было легко, кстати. Угу. Еще я тебе скажу, когда я только отучился, закончил когда ювелирный, это был где-то 2007, где-то так. Давай с тобой так сделаем. Я, наверное, эту вставку сделаю спереди. Расскажи о себе, пожалуйста. Какое у тебя образование, кем ты работал, что ты делал, что ты делаешь сейчас и как ты пришел к Ютубу? Я переехал сюда в 2000 году. Сюда это в Бельгию. В Бельгию, да. Как раз исполнилось через 2 дня, я помню, 18 лет. Кстати, и чисто поэтому я избежал вот это интервью. Знаешь ты то, что... Хорошо знаю. Да. Ну и, как и все,
Мы тут учили язык, как-то пытались выйти на связь с местным населением. И меня как-то занесло в Антверпен ювелирную школу. Это такая престижная школа до сих пор, она здесь считается одной из лучших. Мне что-то это понравилось. Я вот увидел, да, там был мой родственник сначала, он на год раньше пошел, и он показал мне сережки, которые он сделал, свои первые сережки, такие простые, но прикольные. Ну, сам сделал. Да-да. Я думаю, это интересно, а приду-ка я посмотрю. Ну, пришел, посмотрел, увидел все вот эти вот места для практики, знаешь, эти вот. Ну, этот колледж, он был похож на что-то вроде вот этого замок из Гарри Поттера, как он назывался? Ну, я не фанат этой истории, поэтому... Да я тоже нет, но... Хагвартс. Хагвартс или Хогвартс, да. Что-то вроде этого. Такое, действительно Да такое ладно. здание. И понравилось мне. И я что-то начал учиться. 4 года, помню, там, 4 или 5 лет мы там проучились. Там взяли все, что можно из дипломов. И вот где-то в 2007 году я вышел на свою первую работу. А там же в Антверпене. То есть ты был ювелиром? Угу. Где-то года 2 я там проработал. Ты изделия создавал Да, сами, да. Где-то года 2 я там проработал. Потом меня уволили. Вот, кстати, про это я хотел сказать. В то время очень сильно было с увольнением. Тебя просто могли уволить. И ничего. А сейчас, если тебя в Бельгии хотят уволить, там целые судебные процессы. Да, ну, с тех пор очень сильно подтянулось, знаешь ты. Мне, как человеку, который выходит на работу куда-то, да, это плюс. Да. Но тем, кто берет людей на работу, да, это уже... Это рискованно. Это риск. Потому что если работник не выполняет свою работу, он его не можешь просто так теперь уволить. Ты же сам знаешь, как Ну это. да, там акции, план, несколько предупреждений, несколько месяцев еще. Месяцев, а там может до полугода, да, или спокойно зайти. И самое интересное, он-то должен ему зарплату уплачивать. Даже если он не работает там какое-то время, он должен уплачивать зарплату, потом он уходит там что-то там на безработицу. Но не так, как сейчас было раньше. И... То есть тебя увольняли, да? Да, меня много раз увольняли. Да ладно. Я не знаю, раз 10 точно, наверное, увольняли. С разных мест. Это плохой работодатель был или... Я чуть призадумался. С последней работы меня, знаешь, как уволили? Как? Я сейчас перескочил такой большой кусок. Ну, давай я расскажу, чтобы мы до этого дошли. Потом я нашел другую работу тоже в Антверпене, но уже в лаборатории. Именно лаборатория по золоту. Кстати, ты мне показывал фотографии, где ты там в этой униформе с маской. На тот момент мне показалось, как будто бы сходство было с этим Уолтером Уайтом, который варил мед. Да, кстати, да, у нас были такие же маски. Да. А что вы варили? Мы варили золото. Из чего? В кислоте. Да ладно? Да. Короче говоря, в итоге я там проработал тоже где-то 2 года. Вот это была, кстати, классная работа. Ты прям вот работаешь. Это то, что тебя вдохновляло. Да. Чисто работаешь. Вот у тебя золото, серебро, прикинь. Вот. И ты со временем к этому привыкаешь и вообще не относишься к этому как к чему-то ценному, а как вот норма. Да. Ну, если я не ошибаюсь, то и мне рассказывал, что именно твоя проба, или не знаю, что именно ты сделал. Мы отсылали, мы как бы, если ты в этой сфере работаешь, ты обязуешься в месяц сколько-то раз, или каждый месяц один раз, я сейчас не помню, отсылать именно сэмпл монет. Они там его проверяют, делают свои какие-то лабораторные анализы, и потом присылают тебе ответ, насколько чистое было твое золото. Мы сделали рекорд 9996. Это сколько в процентах? Это 999 — это 100%. Ну, почти 100% золота, да? Но приход в том, что именно вот этим методом, да, кислотами, выше подняться
в принципе невозможно. Чтобы сделать уже 4 девятки, тебе надо делать, поработать другим методом, там, электролиз туда-сюда. И да, и вот это был такой хороший результат. Окей, то есть после того, как ты проработал в лаборатории, ты потом стал техником. Не. После этого я пошел учиться дальше. На автомеханика. Окей, ты проучился, то есть. Да, отучился, забрал свой второй диплом, технический диплом. И уже вот, знаешь, самое интересное, вот когда ты отучиваешься где-то, да, и все, тебе кажется, что мир для меня открыт, сейчас меня будут вот прям тащить на работу, все меня захотят к себе затащить. А неправда. Да ладно, Да. не брали, да? Нет, все хотят сразу, чтобы ты был с 5-летним стажем, профессионал своего дела. Чтобы они взяли тебя и вообще не беспокоились. Да. Но оно так не работает. Кстати, этот вопрос тоже поднимался здесь даже в парламенте. То, что люди, которые отучились, да, студенты, которые сейчас получили дипломы, они не могут выйти сразу на работу, потому что их не берут. Из-за того, что у них нет опыта. И в то же время этим людям нужны люди на работу, но они не хотят брать тех, кто только отучился, они хотят того, кто уже как бы знает, да, свое дело. Да. Но опять же, тот, кто уже работает где-то годами, ему тоже неинтересно сейчас переходить на новое место. Это такой непонятный такой замкнутый круг. И, в общем, что-то они там пытаются в парламенте изменить, я слышал, там дебаты у них были по этому поводу. Дебаты в бельгийском парламенте могут и десятилетиями идти. Ну да, они могут долго. Как тоннель в Антверпене, который вот, и построят. И вот один и тот же ответ был, опыта нету, вернись, когда будет опыт. Я еще думал, если у меня есть опыт, зачем мне к вам возвращаться? Логично же? Да. Лучше я пойду в другое место или еще что-нибудь. И вот так вот что-то как-то меня занесло в один Citroën гараж. Там Citroën и Hyundai, 2 марки. Официальный дилер. Это дилер, который работал на Hyundai и на Citroën, получается, да. И вот туда как-то вот все-таки получилось мне упасть на работу. И я просто как бы говорю, как есть, да, люди не должны думать, что если ты отучился, ты сразу получишь работу. На самом деле она в жизни не так работает. Да ты сам, наверное, это, в принципе, знаешь. Ты тоже. Проработал ты на Hyundai, Citroën. Да. Проработал где-то год. Ну и потом... Знаешь, это такой момент интересный был. Я вот с этим директором от этого места, мы там какой-то... Дилершип, да? Да, какой-то брак был у Hyundai, и именно какие-то модели надо было им возвращать, короче, в эти дилеры, как это, в Hyundai, эти центры. Recall, короче. Да, recall. И нам надо было разобрать этот мотор, и в этом моторе, я не помню, что-то надо было другое там поставить, поменять, обратно его собрать. Именно на одну модель это было. Какая-то деталь была бракована, и из-за этого мог весь мотор полететь. Как бы, с Hyundai я пришел этот, приказ, скажу, надо это делать. И вот я помню, одна эта машина заехала, и мне этот директор говорит, давай вместе поможешь. Я говорю, давай. Мы вытащили мотор, я помню, разобрали его, перебрали, собрали, обратно поставили. 2 дня у нас на это ушло, в один день мы вытащили, все это сделали, потом поставили. Все четко сделали, все как надо. И мне эта работа надоела. Вот какой-то уровень интересов моих, вот я дошел до этого момента. Да, и все, да? И все, хоть убей, я не хочу там больше работать. Вот тут... И что ты сделал? Заболел. То есть ты захотел, чтобы тебя уволили? Да, но это так, знаешь, получилось очень даже удачно, можно сказать. И может, ты не заболел, может, у тебя депрессия? Не, на самом деле я что сделал между этим? Я там что-то на фитнесе с одним поспорил. Знаешь, да, это упражнение становая тяга называется? Ну да. Ты эту штангу поднимаешь. Я себе спину потянул. Ух ты. Но потом, оказывается, я ее не просто потянул, я себе грыжу сделал. Дискус-херния, да? Дискус-херния. Да. И у меня начала нога блокироваться. В общем, ночью спать не мог, больно, ходить не могу уже. Действительно, без шуток уже плохо. Я с твоего клуба. Да? У тебя было это? Было. Операцию делали? Нет. А мне сделали. Сделали. Но я избежал. Делал все
А что, возможно, что Я ты что сделал? только не делал, мне ничего не помогло. Мне врач и сказал, лучше сейчас сделай операцию, пока еще молод, чем старее, тем труднее переносить. Я говорю, поехали. И они тебе вставили... Не, они мне убрали грыжу. просто убрали. Она вылезла и упиралась в нерв седалочный или какой он там. Седалищный, да. Седалищный, да. В общем, как раз мне надоела эта работа, и вот это вот случается. Ну, это же из-за них получилось. Ну, конечно, они во всем виноваты. В итоге я пошел по врачам. Ну, ты знаешь, да, как здесь в Бельгии все. Мгм. Пошел по врачам туда-сюда, и мне говорят, надо оперировать. Ну, уже без шуток. Я вот потом помню, к одному врачу пошел, она мне говорит, типа, лучше сделай сейчас, потому что потом все равно придется. А уже будет хуже, она будет еще расти, там что-то объяснял. Пошел, сделал. 2 года я где-то восстанавливался. Это была моя пауза, скажем, с работы совсем. А это сейчас там 200 килограммов поднимаешь. Чего я никогда не правда. Я не поднимаю 200 килограмм. Я вообще это упражнение больше не делаю, я его боюсь. Короче, вот, и вот так вот я с этой работы тоже технично свалил. Где-то 2 года восстановился. И потом пошел опять учиться. На кого же? Системный администратор, по-моему, называется на русском. Network Network Behavior. Behavior, Да. да? Ага. Пошел туда, забрал еще один диплом. Получается, ты мастер на все руки. Забрал его. И, кстати, вот там было, наверное, работу найти легче. Ну да. Тебя, конечно, системным администратором никто брать не стал бы сразу. Это очень ответственная, на самом деле, работа. Прикинь, если из-за тебя там ты что-то там перемкнешь, то можешь, не знаю, больницу там отключить или еще что-нибудь. Ну, ты, по-моему, тоже нет системный администратор? Ну, у меня, да, есть. Даже? И, в общем... Я тоже проработал некоторое время. Да. И я вышел на работу в один этот компьютерный магазин. Знаешь, там ремонты туда-сюда. Ну, или там выезжаешь на место, и у них там решаешь проблемы. Мне это понравилось. Ну, потому что не одно и то же. Да, это другое. И как бы ты не на месте сидишь, и ты выезжаешь, и как бы разнообразие. Ну и, в общем, я начал там работать. Потом я помню, очень часто ты сам знаешь, куда-то в подвал надо заходить, где у них сервера стоят, и там нету освещения. Да. Такое же часто здесь бывает, они вот куда-нибудь ставят этот сервер. Ты когда открываешь свой ноутбук, у тебя есть освещенные кнопки, Да. ледовые кнопки, то все нормально. А у меня они были... Ну, или ты умеешь печатать. Я не умею. не Мне надо смотреть на клавиатуру. И я говорю этому, какой я работал, я говорю, дай мне компьютер, я говорю, с освещением. И они из этого какую-то кашу сделали туда-сюда, мотали, там через полгода, может быть, будет. Я, в общем, психанул, пошел к конкуренту, я говорю, там работаю, я говорю, если вам тут нужно, я к вам перейду, мне нужен хороший компьютер. Он посмотрел, да, говорит, да, давай попробуем. Ну, вот Ты так ушел. Да, я ушел, потом письмо отослал. Из-за клавиатуры, у которой не было освещения. Больше не из-за клавиатуры, больше из-за того, что не дали им то, что я хотел. Ну, да. Принципиально. Принцип. Окей. Вот. В общем, работал я там какое-то время. Короче, мне там тоже надоело, я оттуда ушел. И вот перешел в Proximus. И сколько лет ты там работал? Уже 5. Уже 5 лет на одном месте. Да? Да. Это твой личный персональный рекорд. Знаешь, что мне нравится? Тебя там никто не подгоняет, не дергает. Вот тебе дали твой план на день, ты его делаешь. Поэтому мы тебя тут частенько видим, вот там поезжаешь, набираешь, говоришь, я заеду, давай заезжай, я обязательно с круассаном приходишь. Ну, хорошего гостя, да? Хороший гость должен быть с круассаном. Почаще, я рад, ты там работай дальше. Да, да. Окей. Вернемся к Ютубу. Продвижение. Знаешь ли ты что-нибудь про продвижение? Что нужно делать, чтобы твое видео смотрели люди?
Если честно, нет. Нет? Я просто вот беру, делаю, забрасываю и живу дальше. А у кого-нибудь аудит ты делаешь? Кто-нибудь следит за твоим каналом? Я даже не знаю, кто может за ним следить. Не Вообще особо. не знаешь, да? Нет. Никто через TeamViewer не заходил на твой канал, не настраивал? Ну было-то. Да, это было, да. Это был? Это был ты. Ну, Это было. Не-не-не, это было. Я просто думал, кроме тебя еще кто-нибудь. ну вот, с тех пор ты почувствовал что-нибудь? Разницу? У меня есть много знакомых, которые следят за моим каналом, смотрят, сколько там что добавилось. Мгм. Когда звонишь к ним или общаешься с ним по телефону, вот они хотят почему-то поговорить за мой канал. Ну, в основном они следят за тем, чтобы ты сделал какую-то ошибку, да? Я без понятия, может быть. Аудит канала ты когда делал последний раз? И кто тебя делает? Ты делал последний раз мне аудит канала. И что-нибудь поменялось с тех пор? Наверное, да. Ну, Подписчиков с тех пор стало все-таки больше. а так как тебе монетизацию после этого активировали? Да. Ну, если честно, ты мне очень сильно помог с этим. Бумаги, помнишь, там какие-то заполнять Мгм. надо было. Я вообще без понятия, что это такое, был не в курсе. А это, оказывается, серьезная вещь, там что-то с налогами связанное, да? Естественно. И за это можно даже по башке получить. Вот. Но у меня пока что такой уровень, что я им не интересен в плане налогов. Но зато будешь, как только поток появится. Ну да, возможно, да. Тем, кто тебя посмотрит, возможно, те, кому еще предстоит свой путь, который еще в раздумьях, что бы ты им посоветовал, сказал бы Я бы сказал, думать не надо, надо делать. делать? Надо пробовать. Тем более это у тебя не просит каких-то серьезных вложений. Да, этому надо уделять время. Время, да, временем ты платишь. Но если в конце концов выстрелить, да, то я думаю, все-таки это этого стоит. Все-таки на месте не надо стоять. Думаю, нет. Вот у вас тоже канал, да? Вот у вас не было такого в какой-то момент, что... Ну, все через это проходили. Было, да, так? Конечно, было. Ну вот. То есть, получается, первые месяцы, да, после того, как ты запустил какой-то проект, ты вкладываешь в это чисто свою мотивацию, свое время. Отдачи у тебя никакой нет, но вкладываться ты должен даже иногда намного больше, чем потом, когда у тебя все уже на крейсерской скорости идет, все налажено, тебе всего лишь нужно пилить контент и добавить. А вначале тебе нужно все-таки завоевать это доверие от зрителя, сделать так, Да. чтобы им какой-то канал, на котором не так много видео, их это зацепило, чтобы они остались, потом еще и поделились. Так что нужно набираться терпения. Это на самом деле был один из наших первых подкастов. Тебе большое спасибо, что ты пришел к нам, Идрис. Спасибо, что позвали. Что мы будем здесь снова присутствовать, когда ты уже не будешь так обесценивать свой канал. Когда у тебя будет сначала серая кнопка, потом золотая. Потом мы будем рассказывать, ну вообще, кто тебя мотивировал, кто тебе сказал don't give up, never give up. А ты вспомнишь, что был кто-то, да? Ну вот, если будет серая кнопка, мы обязательно сюда вернемся. Уже вот так вот, вместо вот этого meanwhile in garage, так вот серую кнопку вот сюда вот приклеим. Autofix Guru, да? Хорошо, отлично. Друзья, большое спасибо, что посмотрели нас. В общем, скоро увидимся еще. Пока. До свидания.